Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина, который стремительно ворвется в эту жизнь. Кто он такой и чего вам ждать? Загадайте, пожалуйста, на себя. Также вы можете загадать свой срок. И давайте посмотрим, кто ворвется в вашу жизнь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть мужчина сделает наверх. Сейчас мы скрыто, о чем желаем слышать и узнать. А вот он, смотрите, какой интересный в башмачке жених. Это не просто мужчина, это настоящий жених. Обычно, вот когда гадаешь девушкам, женщинам, неважно, вы в паре, в браке, либо вы сама по себе независимая. Вот когда выходит башмачок, это прям первый знак того, что идет настоящий жених. У вас тут прям не просто башмачок, тут еще и нога показана. Возможно, у мужчины будет какая-то обувь, да, на которую вы обратите внимание. Либо очень красивая, либо какая-то там супер навороченная, спортивная. Ну, либо обувь может быть там, не знаю, рабочая, да. Но вот прям обратите внимание на обувь этого мужчины. Мужчина, который сам будет в шоке, что вот так случилось, что он с вами познакомился. Кстати, мужчину могут звать на букву А, на букву Л. И у кого-то имя, да, у кого-то имя и фамилия могут быть, либо имя, отчество могут быть на одну и ту же букву. Ну, либо имя там на а отчество на Л, либо наоборот. Может быть у мужчины как два имени. Одно как бы полное, а другое сокращение от полного имени. Так, мужчина идет такой работящий, мастер, рукастый, головастый. Человек, который, буквально сам себя сделал. Я не могу сказать, что он там супер талантливый, что у него там прям все, знаете, как из кондачка получалось. Нет. Человек, который всего добивался тяжелым и упорным трудом. Что у этого мужчины не занимать, так это выдержки, старательности. Такой, знаете, вот кропотливый мужчина. Вот прям по крупице будет собирать, пока вот все не соберет. Мужчина среднего возраста мне идет не так, чтобы прям молодой-молодой, и не так, чтобы уже там престарелый. Нет, среднего возраста, как говорится, в самом соку. Как Карлсон говорит, да, в самом рассвете сил. И выглядит он хорошо, и здоровье у него такое прям, крепенькое. Неплохой такой мужчина, неплохой. У вас какие-то странные обстоятельства встречи, как будто бы вы пожар вместе тушите. Возможно, да, встреча при каких-то достаточно сложных обстоятельствах, либо все как-то неправильно сложится. Может, вы как друг на друга там налетите, либо начнете отношения выяснять, либо там вообще какая-то потасовка будет, а вы участвуете. Либо с одной стороны, либо с разных сторон. Вот вижу, что костер тушите. И еще вот мне идет, что вы как-то друг другу не очень понравитесь. Да? Либо у вас при первой встрече, при первом знакомстве какие-то превратные по отношению друг к другу мысли. То есть мужчина подумает, что вы там какая-то либо снежная королева, либо наоборот какая-то фурия. А вы подумаете, что он там мужлан какой-то, да, грубиян и хам. Либо вообще какой-то толстокожий мужик, да, которого ничем не проймешь. Вот какое-то такое впечатление не совсем позитивное у вас друг о друге будет. Но с другой стороны, я вижу, что и он, и вы отметите внешнюю привлекательность. То есть для вас, как для женщины, этот мужчина покажется привлекательным. Типа смазливое личико, да, такой вот, статный как бы мужчина. Вот. И у него то же самое, скажем, такая красавица, ледяная королева. Либо такая красавица, прям фурия настоящая. Да, вот как-то так вы друг друга видите. Смотрите, буквально после первого этого знакомства, после первой встречи вы опять где-то пересекаетесь. Пересекаетесь, но уже совершенно для вас случайным образом. Но опять же, я вижу, что это так задумала судьба.
И уже на второй встрече вы как-то по-другому на друг друга посмотрите. То есть и мужчина уже сделает выводы, что вы вполне себе адекватная, нормальная, вполне себе там серьезная женщина и с юморком, и такая вот прям, ну, немножко кокетливая, но в то же время в рамках себя держите. И вы на него посмотрите и скажете: да ну, нормальный мужик, да, что к нему придираюсь. Либо показалось, да, что он такой суховат, либо наоборот хамоватый. Ну, в принципе, нормальный. И тут уже вторая встреча у вас более удачно идет. Вы как-то там и поговорите, и посмеетесь. Там мужчина пошутит, вы посмеетесь, вы можете пошутить. Вот как-то у вас уже, знаете, и как приятные впечатления друг о друге. И уже как-то вы и не против, вы мужчина такой двумя руками за. Мужчина очень такой, как сказать, контактный, да, что ли. Он очень много всяких историй знает, очень много анекдотов, смешных каких-то ситуаций. Вот он вас прям будет развлекать. Вы чувствуете, что он развлекает. А я вот, знаете, что думаю? Ему, скорее всего, очень понравится ваша улыбка, либо ему захочется увидеть вашу улыбку. Поэтому он будет вас смешить, чтобы видеть вашу прекрасную улыбку. И будет прям наслаждаться этим моментом. А еще я вижу, что этот мужчина, ну, абсолютно свободен. Да, вот свободен, как птица в полете. Даже если у него и было какое-то прошлое, там, отношения в прошлом, даже брак мог быть в прошлом, то сейчас он абсолютно свободен. Он сам себе принадлежит, птица вольная, куда хочу, туда и лечу. Ни перед кем у него нет обязательств. У вас же, девочки, ну, либо вы тоже свободная, либо вы в отношениях, которые вас тяготят. Давайте скажем честно. Да, это могут быть и брачные отношения, и просто вы с кем-то встречаетесь. И вас эти отношения вот реально тяготят. И, скорее всего, вы загадывали, да, вот, боженька, пошли мне нормального, адекватного мужчину. Но сколько ж я буду мучиться, сколько ж я буду страдать. Ну, буквально вот на ваши молитвы идет вам такой вот ответ в виде этого мужчины. Не знаю, вот мне идет, что он как-то связан с какими-то работами. Какая-то работа у него, знаете, ну, не рабочий, но может быть у него, там, не знаю, фирма своя по ремонту, либо он там бригадир в какой-то вот организации, которая ремонтом занимается. Может быть, это даже коммунальные какие-то службы, а может быть, он вообще строитель, да. Какие-то ремонты он делает. У кого-то еще может отыграться, что ремонт там техники, да, компьютеры, техника. Ну вот ремонтирует. Он из чего-то такого, знаете, плохого делает конфетки, да, вот красиво делает, правильно делает. А то, что там люди могут выкинуть, он чинит и как новенькое, либо лучше новенького работает. То есть, в принципе, вы еще посчитаете, что это очень нужный контакт, полезный контакт, да, ну, мало ли пригодится, там ремонт нужно будет делать, либо что-то починить, поремонтировать. Вот как-то вы с радостью возьмете у него номер телефона, еще и свой дадите. То есть не будет такой мысли, что мужик будет приставать ко мне, типа посторонним не даю. Здесь какой-то интерес еще появляется. То же самое у него может появиться интерес, если вы, например, тоже какой-то ответственной работой занимаетесь и являетесь специалистом в своем деле. То есть даже если ему не надо, он все равно скажет, что надо, и под шумок возьмет ваш контакт. Вот я вижу, что это вторая встреча, она настолько теплая, вы буквально вот как со старым другом общаетесь, вам прям приятно будет общаться, ну и мужчине будет очень приятно. И эта вторая встреча, она прям такая у вас немножко затянется, скорее всего, он вас куда-то позовет, а вы не откажетесь. Ну, допустим, если у вас там есть свободных полчаса, вы согласитесь пойти с ним просто кофе попить, в теплом месте посидеть, как говорится, пообщаться, согреться, если там на улице холодно, если там дождливая погода. Вот. Ну, так приятно будете общаться, как будто бы знаете друг друга уже, не знаю, там 100 лет, да, 1000 лет знакомы. Даже вот какие-то моменты будут, что вы то ли из одного города, то ли у вас похожие истории жизни, то ли вы в одних и тех же местах бывали, там, может, отдыхали. Вот что-то у вас общее идет. У кого-то даже отыграется, что вы каких-то общих людей знаете, да, общие знакомства имеете. Вот, очень приятно вам будет, очень приятные впечатления, прям думать будете об этом мужчине, и мужчина будет думать о вас. А потом я вижу, что он вас куда-то будет звать где-то, вот где есть его компания, где есть его люди. Ну, допустим, это может быть даже его семья, это могут быть его друзья. Вот куда-то зовет, и вы такая, ну, не знаю, мы не настолько хорошо знакомы, чтобы я могла с вами вот прям взять и пойти. Вот, а он такой, да не переживай, все будет хорошо, я с тобой, прорвемся, ну, шутить будет, да.
Вот я вижу, что вы не очень там мужской юмор воспринимаете, либо вам такие шутники в кавычках попадали, что прям совсем не смешно. А вот с этим мужчиной вы постоянно улыбаетесь и смеетесь. Очень много вот позитива. Это так классно на вас ложится. Вам вообще очень идет улыбка. Когда вы улыбаетесь, это как, знаете, солнышко. Солнышко, тепло становится. И мужчина очень быстро это поймет, поэтому будет вас все время смешить. И он у вас ассоциируется уже с хорошими такими теплыми эмоциями и с улыбками. И вот смотрите, он вас будет звать, и вы, скорее всего, откажетесь. А может быть, у вас чисто физически не получится, у вас там другие планы. Но мужчина там нисколечко не расстроится. Наоборот, вы почему-то будете переживать, что вы не смогли с ним куда-то поехать, либо вы ему отказали. Нет, наоборот. Он скажет: о, женщина серьезная, да, просто так на мужиков не бросается. Вот, то, что отказалась, молодец, конечно, да, конечно, хотелось бы с ней съездить, но раз отказалась, так и отказалась. Мне вообще идет, что вы с ним все-таки пойдете на свидание, скорее всего, не к его друзьям, а просто вот как отдельное свидание, где вот он как мужчина, а вы как женщина вместе куда-то идете, там в ресторан, либо в театр пойдете, может, в кино пойдете. Вы все разные, но вот вижу, что пойдете. И нисколько не пожалеете. Вот вижу, какая-то подруга у вас, а может, родственница будет говорить: да ты что, ты его не знаешь, зачем ты с ним идешь, а вдруг там он какой-то маньяк или еще кто-то. А вы почему-то вообще страха не чувствуете, вы ему доверяете. У вас тепло, когда вы о нем думаете, на сердце. Вот. Мужчина не ищет серьезных отношений, но когда он вас во второй раз встретит, вот у него прям желание появится узнать вас больше, узнать вас лучше, что-то о себе рассказать, побольше узнать о вас. Вот у мужчины влюбленность наступит гораздо раньше, чем у вас. Вот буквально вторая встреча, и он уже влюбляется. Вы же, девушка, женщина сдержанная, и вам нужно больше встреч, чтобы этого мужчину рассмотреть, чтобы этого мужчину к себе подпустить. Хоть он и приятный мужчина, но вот как бы вы держите эту дистанцию, и вы молодец. И еще, когда этот мужчина начнет за вами вот ухаживать, вы там будете с ним общаться, встречаться, у вас какой-то бывший, прям как, знаете, извините, причинным местом почувствует, что у вас личное счастье на носу. И вот бывший какой-то всплывет. Причем не какой-то, а самый вот такой безобразник, самый худший. И этот бывший там что-то вам начнет рассказывать, предлагать, либо лично припрется, либо там через телефон, там, соцсети как-то начнет вас доставать. И у вас такой раздрай даже может случиться. Потому что этот бывший, хоть он и не очень, но все равно он вас чем-то зацепил и до сих пор держит. И будет над чем подумать, если честно. Я, конечно, понимаю, никто не любит бывших вспоминать, никто не любит думать о том, что вот с бывшим сойдусь. Но вот у вас идет именно такая картина. Новый мужчина бывшего привлечет. Даже не вы привлечете, это этот новый мужчина привлечет. Бывший почувствует. Он, как не видит, не знает, но он почувствует. Почувствует, что у вас кто-то есть. Почувствует, что вы счастливой становитесь, да, поэтому появится, что все испортить. Это, конечно, дело ваше. Советы это, не очень хорошо. Если вы бывшего до сих пор любите, и любите таким, как он есть, то как бы у вас будет, возможно, новый виток, опять начнете сближаться. Если вы бывшего не любите, была какая-то привязка, то это прекрасная возможность избавиться от всех привязок, переключиться на другого мужчину. Будете общаться, будете встречаться. Я не могу сказать, что часто. У мужчины много работы. И вы тоже, наверное, чем-то занимаетесь. Я так понимаю, работаете. У кого-то дети есть. Почему-то если дети есть, для вас это прям тяжело. Почему? Вы, скорее всего, будете переживать, как дети отнесутся к новому дяденьке. Да? Не хочется первого встречного мужика знакомить с детьми. Опять же, очень многие девушки в таком предубеждении живут, что мужчина с ребенком женщину не захочет, не захочет брать на себя ответственность. Не скрывайте, скажите сразу, заодно и проверьте реакцию, как мужчина к этому отнесется. Я вижу, что этот мужчина не против детей, и мне почему-то кажется, что он любит детей.
Может, у него и свои дети есть, может быть, у него там семья была большая, либо он с чьими-то детьми нянчился. То есть к детям максимально положительно относится. То есть, это не станет проблемой, это не будет краеугольным камнем. А дети, конечно, ваши могут ревновать, если честно. Мужчина не будет ничего такого плохого делать, а дети могут ревновать. Еще мне какую-то подругу все время показывают. Не могу понять, женщина с вашей стороны, которая, во-первых, вас отговаривает от этого мужчины, а во-вторых, она ревнует. Не знаю, может, подружка, может, родственница. В общем, с чем-то таким вы столкнетесь. И это будет так, знаете, неприятно. Но с другой стороны, не терять же, подругу, либо не терять же родственницу. Вам придется искать какие-то возможности воздействовать на эту женщину, чтобы ее убедить, что все нормально, все хорошо, и мужчина неплохой. То есть она его ругает, а вы, наоборот, как-то его защищаете. Здесь еще цветок лотоса показан. Это очень хороший знак. То есть если вы с этим мужчиной, который ворвется в вашу жизнь, соединитесь, то по лотосу вы идеально будете друг другу подходить. У вас и биоритмы сходятся, и вообще идеальное взаимопонимание, и очень хорошо будет в интимной жизни. Это если вы с ним сойдетесь, если вы его выбираете. Но с другой стороны, я вижу, что этот мужчина достаточно такой спокойный, но настойчивый. Если он прям в вас влюбится, то он будет прям, добиваться вас не нагло, не как-то там бурно, а спокойно, методично будет добиваться. В принципе, неплохой вариант. Очень даже неплохой. Что со стороны мужчины мне не очень нравится, это то, что у него работа съедает все его время. Я не могу сказать, что он трудоголик. Но очень похоже, что либо очень много работы сейчас, либо он так относится к своей работе, что он как незаменимый, сотрудник, либо, опять же, как я уже сказала, может, он там начальник бригады, как бригадир, либо у него там свое дело, то есть все как бы на его плечах лежит. И поэтому ему приходится работать больше всех, там еще контролировать, например, либо своим примером показывать, как что делать, куда там что ложить, как ремонтировать. Это да. Здесь камень преткновения в ваших отношениях – это его работа и это его колоссальная занятость. Это хорошо, когда мужчина работает, но когда у мужчины чисто физически не хватает времени на женщину, это как бы не очень хорошо, согласитесь. Вижу, что работа приносит ему неплохие деньги. Он не миллионер, но, в принципе, вполне себе такой, знаете, средний класс, Деньги у него есть, с деньгами проблем у него нет. Он там деньгами даже кому-то помогает, не знаю, спонсирует кого-то, либо вкладывает деньги в помощь тем, кому они нужны. Когда об этом узнаете, вам на самом деле тепло прям будет. Скажете, какой молодец, помогает детям, либо старикам, либо животным помогает. Кому-то он помогает явно. Может, он там учит, даже там оплачивает обучение, либо какие-то курсы там своим родственникам, детям, там, племянникам, племянницам. Как бы его родные дети могут быть. Я про детей его не могу понять, но какие-то дети там крутятся. То есть, в принципе, заботливый, понимающий, заботливый. И еще здесь показано, что этот мужчина очень вкусно готовит. Возможно, он долго жил один, и он прям научился готовить. Возможно, его там в детстве научили готовить. Возможно, как бы у него страсть к готовке, еде. Прям классно готовит. Особенно мясное что-то он вкусно готовит. Мясо, любит мясо, готовит мясо. Если вы вегетарианка, то, конечно, это не совсем ваш вариант. А если вы прям любите мясо кушать, то мужчина вас не раз порадует своей готовкой. И вообще он не стесняется готовить, и не будет такой вопрос, что он там пришел и ждет, пока вы ему там поляну накроете, Он и сам может все приготовить, Раньше вас может прийти, приготовить, уйти опять на работу, чтобы вы пришли, например, там покушали, какой-то такой заботливый мужчина. Скорее всего, он был старший, а есть младший. И он, скорее всего, заботился об этих младших. Это как бы хороший знак. Заботился о своих, и о ваших будет заботиться, и о вас будет заботиться. Неплохо, очень даже и неплохо. Работа его, очень такой плотный график работы, который, прям не позволяет вам чаще видеться, либо больше общаться. То есть здесь общение как с перебоями мне идет. Как бы работа – это не грех, наоборот,
этому мужчину хорошо характеризует. Но чтобы быть с вами вместе, наверное, ему придется что-то менять, либо делегировать больше. Ну, потому что вам же тоже нужно будет его внимание. И еще, если вы смотрите мою отсыпку, когда она вышла в декабре, то, скорее всего, с этим мужчиной вы либо Новый год будете встречать, либо после Нового года у вас какая-то незабываемая встреча будет. Ну, может, вы Новый год со своей семьей встретите, да, а потом как бы там 1 либо 2 числа уже с ним где-то будете отмечать, веселиться. Вот с ним будет очень классно, и вот как детский праздник для вас идет, как в детство назад вернетесь. Мужчина вам что-то грандиозное устроит. И еще мне идет, что он дорогой подарок вам подарит. То есть, буквально вы совсем недавно знакомы, еще как бы там, не особо вы парень и девушка, да, а он уже вам что-то дорогое дарит. И вы прям такая, не могу я взять слишком дорогой подарок. Не обижайте мужчину, он понимает, что он делает. И если он дарит вам дорогой подарок, значит, он так решил, да, берите и все. Берите, это ваше. Тем более, он же не дарит вам как девушке, да, он просто дарит вам на Новый год. Все, вот такой подарок он вам подарит. Если будете смотреть позже, то какой-то праздник мне идет. Праздник, который вы тоже с ним как проведете, либо вместе с ним будете праздновать. Вот. А там дальше уже сами смотрите и решайте. Здесь цветок расцветает, здесь лотос показан, там яйцо в гнезде лежит. Вообще знаки такие многообещающие. Любовник он хороший, вот тоже могу сказать. Прям такой отличный, заботливый. Это не тот, который там лишь бы свое получить. Этот прям умеет. И умеет, и хочет, и женщина чувствует с ним себя превосходно. Вот, ненавязчивый он, ненавязчивый абсолютно. Что в нем негативного, так это то, что вот работа такая, да, очень много работы, и то, что он как будто бы, слишком много знакомств имеет, и многие люди могут им пользоваться, да, вот там помоги, выручи, там займи, дай, спасай, да, вот это есть, и он никому не отказывает. Может быть, это его кредо, да, жить по жизни так, чтобы вот добро людям приносить, пользу людям приносить. Может, он так вот воспитан, да, был старшим, привык о всех заботиться, о младших, да, теперь он во взрослую жизнь это транслирует. Опять же, девочки, это не что-то, что вот там пьет, бьет, и лудоманит, да, это не то. Это не настолько плохо, да, как могло бы быть в другом случае. Прошлое у него какое-то загадочное на самом деле. Будет отшучиваться по поводу своего прошлого. То есть вы не скоро узнаете, что там у него в прошлом было. Если был женат, то прям будет до последнего отшучиваться и не будет говорить, что там у него было, как они развелись, из-за чего они развелись. И, кстати, если будет говорить, то он никогда не скажет, что женщина была виновата. А я вижу, что была виновата женщина. Скорее всего, изменяла. Погуливала, да, тоже. Он все время на работе, она такая, мне скучно, заведу себе любовника. Может быть. Может, из-за интереса вышла замуж. То есть увидела, что мужчина перспективный, работает, зарабатывает. И она такая, неплохо, да. Мужчина для жизни и мужчина для любви у нее отдельно был. Почему-то мне идет, что ему жена изменяла. Либо девушка там, да, может, изменяла. Может, он и не был женат, может, в гражданском браке жил. Вот. Там грустненько, может, поэтому будет отшучиваться. Такой, знаете, неплохой вариант. Сами потом увидите, сами потом разберетесь. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.